Здорово, народ. Ну что, как всегда, 19 числа любого месяца я делаю то, что всегда делал. То есть билеты напечатаны, надо сказать, большинство. Вот. Здорово, здорово. Right. На данный момент 105 участников. Это не точная, потому что до сих пор потихоньку поступает. Вот, народ только-только, как говорится, проснулся. Как всегда бывает, перед фактом. И у нас отключился свет в 8:00. Пришел минут так 5 назад всего. Так что если завтра подобное случится, я выйду в эфир 8:15. Чтобы не мучиться и не мучить вас. А то перед 8 начнем, скажем так, 7:30. Вот, тогда уже в самом интересном месте свет отключат. Тогда это видео не сохранится. Потом будет шумиха. Алло, алло, где? Вот поэтому, избегая подобных случаев, я завтра разыграем 20:15. Ну, как только свет придет, сразу запустим. Надеюсь, свет не отрубит. Да, вот такое, ребята. И сегодня ко мне пришло много сообщений. Если вдруг там меня не будет или буду вне связи, без проблем, ребят. Победитель, вот. Ножик останется. Ну, вот хозяин и этот. Вот. То есть у него выбора не будет. Того, которого на связи не будет. Или трубу не поднимает. Вот. У этого подписчика, клиента, хозяина выбора не будет. Как такое? Такое условие как? То есть он однозначно победитель, но в связи с тем, что хозяина нет, тот, который нож останется, то и владелец становится такой-то человек. Вот так. То есть из банки выйдет только 5 билетов.
Вот. Так что, ребята, будьте добры, побудьте на связи, постарайтесь смотреть или хотя бы держите телефон, чтобы была батарейка, чтобы я смог дозвониться до вас. Ну, суббота наверняка, думаю, что Центральная Россия сегодня вечером уже поедет на охоту. Вне связи будет. Те, которые на охоту идут. Вот. Ну, у каждого свое. Ну, что ты поделаешь. Ну, заранее я говорил, что будет выбор. Вот поэтому получается только так. Если заранее было бы разыгрывается номер вот один этот нож, ну вот тогда уже спора не было бы. То есть для вашего же выбора, для улучшения, скажем так, условия именно для вас, я со дня, когда озвучивал, уже сказал, что каждый победитель имеет право выбора, какой нож выбирает. Так как у нас 5 ножей, целых 5 ножей. Вот. Ну, все наверняка ждут этого момента. Вот. Честно скажу, я сам лично очень жду. Да, и еще пытливые, те, которые помнят, наверное, спросят, выиграет ли женщина или мужчина. Вот. Но сейчас прям так не скажу. Но уже есть кое-какие информация. Вот. Куда этот нож идет, куда этот. То есть хозяин, который этот будет, этого ножа уже у меня в голове уже есть. Вот. Вчера, между прочим, свет тоже уходил до 10 вечера, по-моему. Позавчера. Или вчера. Когда часто отрубает это электричество, уже человек забывает. А когда свет приходит, сразу через секунду-другую, как будто ничего не было. Ощущение такое. Первые слова «Ура!» И все, забыли, что света не было. Вот так вот. Условия понятны, ребята? Или кто-то недопонял? Спрашивайте. У меня тут листочек соленький, так что время есть. Я не сдержался, побрился. Хотя прическа моя меня мучает. Обычно моя прическа ДХ-расческа. Всем все понятно? Хотя бы 17 людям, те, которые смотрят Булайн. Есть еще одна новость, которая я сегодня тут в этом здании 3×5 только сидя, стоя,
работаешь, как говорится, не покладая рук, надоевает, человек устает. Малейкум. Вот, я сегодня решил поехать в театр с женой. Сегодня концерт «Одни мужчины», который проводится раз в 2 года. Третий раз уже нынче. Участников около 90. От мала до велика. И все мужчины, парни, пацаны. И минимальное количество 6 участников в ансамбле должно быть. Вот. Посмотрели. Да, есть действительно те, которые заняли высокие места. Как раз то, что те, которые занимались, репетировали заранее, уже видно на сцене. А я таких вещах чуть-чуть разбираюсь. Немножко. Тут что-то есть. Кто как храпит, я уже чувствую, слышу. Вот. И те ребята, которые заняли гран-при, действительно очень достойные. Вот. Действительно. Ну, я 2-3 раза в год хожу в театр. Обязательно после Нового года. Есть один конкурс 2 звезды, как у всех, наверное. И там судей нет. Судьи только сами зрители. И на обратной стороне билета пишешь номер участника, и тот побеждает. Вот. И второй раз я хожу обязательно, когда приезжают артисты из Саха-театра. Те, которые действительно профессионалы. К ним обязательно я хожу. Вот. Я спонтанно и сегодня решил. А то одно и то же. Звонок, WhatsApp, работа, надоевает. Человеку нужно, Иван советует. Немножко надо отвлечь, чтобы взглянуть иными взглядами, уже собранный, немножко расслабленный. Встречаешь народу, знакомых, друзей, отвлекаешься немножко от работы. Ну вот, потом приступаешь дальше. После концерта состоялся лотерея. Ну, участников действительно там было немного. Да, но я, как и вы, большинство спонсор. Суперприз ружье. Потом, по-моему, лодка резиновая. Да, и патронов 12 блоков разыграли. Вот. По 100 штук, по 50, по 75. Вот. Ну, не везет. Так не везет. Чего вам я не желаю. А так, организации и очень хорошо смотреть, когда одни мужчины поют. Ну, женщины, это само собой понятно. Они там
всегда голосистые. Но когда человек, никогда не побывавший на сцене, уходит со своими земляками и поет песню под фонограмму, живую, уже он участвует. И когда человек выходит на сцене, уже ощущения совсем другие. Волнуешься, хочешь, не хочешь. Здорово. Если засмеялся, то до конца песни не остановишься. Был сегодня один обрадовал. А песня была серьезная, такая военная. А он так не сдержал всю песню. Смехом ей закончил. Ну, соответственно, такую же оценку и получили. Из одного. Тот, который рядом стоящий, локтем хватит, а он все никак не может остановиться, не сдержался. Все зрители заметили и сразу за ним вместе посмеялись. Вот так вот. Ну, должен сказать, последние 2 года у нас в республике так, внимание отцам и внимание мужчинам увеличилось. Поднимаем, так сказать, мужской главы статус. Помимо этого концерта есть много соревнований. День охотника. 1 воскресенье апреля по указу первого президента Николаева. 1 воскресенье апреля, день отца и сына и охотника. Ну, сначала было День отцов, когда первый год назначил президент, а потом переименовали и там склеили там День охотника. Вот. И там одни мужчины со своими сыновьями, внуками соревнуются и в школе, и по организациям. Каждый населенном пункте из них делает сборную. Сборная соревнуется, занимается, репетирует как бы и идут в республику. Вот. Что касается нашего района, в этих соревнованиях наш улус так последние 2 года число десятки не входило, к сожалению. Нет достойных, но нету. Активность упала. Некоторые населенные пункты команды не строят, не отправляют на соревнования на районные. Из-за этого уже спад. Это заметили позапрошлый день. И там собрались мужчины. Был вопрос в первом созыве у нас депутатов республики. Совет депутатов называется Иль-Тюмень. И они опубликовали на охоту по копытным не только сроки, вот. И они назначили, чтобы, во-первых, но это я не понял, почему они так сделали. Но обычно 1 августа у нас по Якутии раздают лицензию. Ой. Вот.
для этого в городе Якутске за 3 дня, за неделю уже занимали очереди. Ну, свои. И там получалось, если не ошибаюсь, до 100 тысяч. Буквально так. Вот. И они там перекличка, то все. И те, которые получали, всегда получают. Те, которые не получают, никогда не получают. Вот из-за этого как бы норму или новые правила в прошлом году сотворили наши депутаты, охотхозяйство, я не знаю, короче, там. И решили устроить электронную очередь. Я имею в виду в прошлом году, в 2018. И в эту электронную очередь старт был дан за один день. Много-много тысяч человек зарегистрировались. То есть там указываешь, где хочешь охотиться. Вот. И на что? На сахатого, оленя, изюбра, косулю и так далее. Вот. Они не учли очень многого. Они не проверяли, у кого есть охотничий билет и так далее. А в деревнях, как известно, интернет некоторых вовсе нет. Даже связь барахлит. Это не секрет, как и везде. Вот. А настоящие охотники не в городе. А где? Те, которые промысловики, где живут? Не в городе. И у них вдруг не оказалось возможности получить. Раз на то пошло. Извиняюсь. Потом самый интересный день. Первый же день, как стартанули, достались некоторые очереди. Ты какой-то номер, ты какой-то номер. По-моему, смс-уведомление каждому. Вот. И вдруг выяснилось, что очень много тысяч охотников желающих. Потом подумали, почему так много. И на самом интересном месте этот портал завис конкретно. Не отвечает, не входит. Ну, все понимают, что такое зависает. Завис. Все. Вот завтра, послезавтра дают лицензию, уже раздают, а у них зависло. Понимаете? Облом. Очень большой облом. Ну, там попридумали, хакеры там и так далее. Отмазки. Но это не важно. Большая ошибка была в том, что каждый человек, который живущий в одной квартире, в среднем, у кого есть телефон, 4. Отец, мать, сын, дочь. 4 телефона. Правильно? Из этих 4 телефонов выходит батя и хочет себе 4 лицензии. Вот поэтому он или она из одного дома минимум по 4 заявки. Вот. Ну, поэтому перегруз и так далее. Машина не смогла. Фигу показала. Все разорвали. Но я точно не помню, как они там распоряжились, получая лицензии на добыче копытных. Потом некоторые наши соседи, вот Чурапчинский, там Ангинский, не устраивает каждый год до 1 августа устраивает лотерею. То есть ты даешь там свои координаты, приходишь в какое-то здание, вот, и просто лотерею разыгрывается лось, какой-то номер. Ну, логично, да? И у них это
по Амгинскому району соседнему уже с давних пор. Вот. Ну, вот так на веселее, там концертные номера и так далее, шашлык-машлык. Вот такой так праздник охотничий, да. Мы с этим тоже, мы это Татинский район, с этим тоже не согласились и не соглашаемся. Это мое личное мнение. Почему? Третий год только добровольно. Инициатива только моя. Как-то 4 года назад тоже я захотел на Сахатова попытать удачу. Это у нас живая очередь, списки и все. Кто первый заходит, тот забирает, чего хочет и так далее. Вот я подумал, ребят, почему так люди стоят и уходят. Я здесь, ну ладно, я тут, ладно, после работы приду и дальше достаю и так далее, и так далее. Тогда я подумал и решил не строить, а очередь делать. Конкретно за 2 дня прихожу, сижу, по социальным сетям, по WhatsApp, по группам репост делаю. Вот, открылся очередь, живая. И всех принимаю. Пишу номер, фамилия, отчество и все. Неважно, из какого наслега, неважно, генерал-майор, неважно, кто он. Вот. Составляем список, все. Потом расскажу, как в прошлом году было. Из этого списка выявляем. Ну, в прошлом году нашему району дали 15 лицензий. Из них 13 народу, то есть охотникам. Это территория общего доступности. Общедоступной территории. Про охот хозяйств я молчу, я не знаю. Вот. И тут смотрели. Из одной бригады по несколько человек. И решили, не я решил, решили, сделаем так, ребята, кто какая бригада, заочно знаем, некоторых очно знаем. Он находится в районе здесь, он там. Ну, вы же то же самое знаете, да. Ну, такая же шняга у нас. И раздали по бригаде по одному лицензии. И достались на слега, во-первых, на слегов не обидели, достались. Вот. И достались те, которые в прошлом году, позапрошлом году не досталось у них. Им в этом году, то есть в 2018 году, всем досталось. В конце концов, утром выяснилось, что после обеда уже даже осталась некоторая часть. Особенно на Мишку. Вот. То есть мы спокойненько составили список. Вот. Без ничего там. Просто составили список и по бригадам распределили лицензию. Все, очень просто, логично. Ребята, никто не в обиде, никто не жалуется. Вы из какой бригады, из той? Ну вот, переходим слева направо и так далее. Все. Это самое простое и самое гениальное решение такого подобного проблемы. И вот, позапрошлый день, позавчера приглашает меня на ковер в администрацию. Была информация, но я как-то 3 года, в течение 3 лет, как бы участник. Пошел, услышал. Ну вот, Ильтимен вынес такой в первом совете, рассмотрел такие-то
решение приняли и ввести электронные очередь. Опять. Ну вот, я сказал там открыто, и тут на своем канале тоже скажу открыто. Это очень плохая затея. Пускай там в городе возможно, там электронные, давайте сделайте там, в городе Якутске. Вот. А если проводить по всей республике, я, сидя здесь, могу на охоту пойти в любой район. Да, это действительно так, это хорошо, с одной стороны, да. То есть имею право. На общедоступных территориях могу охотиться. Вот. И они не учли самого главного. У каждого охотника есть изба. А изба строится на своей территории. Если на своей территории приходит чужак, чужой человек, и с ним разговор какой? О, зачем, почему и так далее. Правильно? Правильно. А если у тебя, ну там внутри тоже с помощью случайных чисел в интернете есть. Не тыкаешь, и все, какая-то цифра, значит твой номер. У тебя если семьи. Не твоя цифра, фигушки. Без ничего остаешься. Вот. Самое плохое то, что тебе не достается. Это уж точно. Вот. И на твоей территории приходит человек откуда-то, хоть негр. Но у негров тоже есть гражданство Российской Федерации. Вот. Приходит чувак, добывает то, что ты сохранил. В прошлом году мог бы и обеих забрать, но одну сохранил для будущего. Следующий год, чтобы добывать. Приходит чувак, лас, забирает и уходит. Как это допустимо? И знаю, что тебе не достанется эта лицензия, все будет, ну, это уже логично, все будут уже браконьерами. До срока пойдут, заберут свое, вернутся, и не одну заберут. Почему? Пускай никому не останется. Со словами такими. Сейчас уже у всех есть морозильники, запихнут у себя, и все. Пиши пропало. Угу. Попробуй найди их. Во время сенокоса все выйдут на охоту тихоря на своей территории. Потом пойдут на чужую территорию. Почему? Потому что, но возможности у меня не будет, чтобы взять лицензию. Нету. Откуда возможность, если у тебя интернета нет? Если у тебя и весной, и летом свет отключают, откуда у тебя интернет? Тогда откуда ты возьмешь лицензии? А на твоей территории придут ребята на крузаках, конкретно такие, как говорится, упакованные люди. Вот. Все вокруг да около на разных машинках погуляют. То, что ломается, ломают. То, что горит, сгорит. Вот. И уедут. А ты останешься ни с чем. Ты не будешь иметь права взять ружье из сейфа, потому что у тебя лицензии нет, чтобы использовать это нарезное ружье. Вот этого они не учли и не учтут. Наоборот, из людей сделают дикарей. Куда дальше? А тут, ребята, мясо говядина 450 рублей, а один патрон тигра 369 рублей, 39. Ну вот.
Так что тут немало семей, особенно молодых, немало семей, которые физически, в финансовом плане не могут позволить себе такой. Но семья тушу, полтуши говядина, полтуши жеребятина. Это минимум сельской местности. В хорошем плане жеребятина один и одна говядина. И плюс там утки и то, что сахатой, если байонет даст, если у тебя лицензия будет. Второе. У тебя нету жеребятины, но у тебя нет возможности, у тебя нет говядины. Что остается? Смотреть в лес. Что у тебя есть? Незаконное ружье. Ну или законное. За 39 рублей я могу добыть и спокойно прожить за зиму. Вот, пошли и браконьеры. Ну что, дальше выхода нету, только браконьерство. А потом я пойдут, столько завалили, никто не отвечает, где контроль, где это дельтамен, зачем такое? Еще там нарочно, если на то пошло, сожгут избушку нечаянно. Но ты же не будешь на своей территории, не пойдешь, не пойдешь, не имеешь права, не имеешь права. Вот, одолжи, скажут. Потом чуть нечаянно сожгут твою избу, которую ты годами строил. Пух и прах. Что остается человеку? Радоваться? Да, такое вот условие, ребята. Так что лично мое мнение, я категорически против. Вот. И наша точка распределять по бригадам. А если у кого-то нет бригады, а он хочет охотиться, пускай добавляется в какую-либо бригаду. Вот. Зато у него есть лицензия, зато он будет привезти домой мясо семьям, детям, оленина, жеребя, нет, это Сахатова, изюбра. Лицензия есть человека? Есть. Пускай достойно отдыхает человек, находится по-нормальному. Законы нарушает? Не нарушает. Почему? Лицензия есть? Есть. А коли у тебя нету, коли запрещено, вот такое мнение. Ладно, ребята. Это предстоит к осенью, но чем больше народа давят, от этого лучше никому не становится. Вот. Но у нас Ильдархан молодой человек. Надеюсь услышать пожелания простого народа. Вот. Они будут учитывать некоторые нюансы там. Надеюсь, войдет и все будет в порядке. Ну вот, приближается сезон охоты на уток, долгожданные. Некоторые видео смотрю, по WhatsApp выставляют, там по группам. Вот утки, там гуси и так далее. Я сегодня хотел отправить ножик один, даже два. А все не успел. Завтра отправлю. Завтра у нас суббота, до обеда отправлю. Угу. Так, и понедельник, раз, два, три. 3 ножика хочу отправить.
Но это мое личное мнение, ребят. Никого не агитирую, ничего не говорю, но свое мнение я сказал. Вот. И завтра эти красавцы покинут. В понедельник отправить надо еще, ё-моё, тогда получается 8 ножей. А у нас там минимум по 700. Отправка стала. Ну, посмотрим. Вот, один уважаемый человек вчера отправил ролик. Вот, я решил сразу, как сказал, так и на канал выложу. Вот, если у вас есть ножик бурдыка, снимайте. О, здорово. Снимайте, расскажите ребятам, какой он нож. Расскажите и плюсы, и минусы. Вот, у каждого плюса должен быть минус. Очень маленький, но все-таки минус. Вот. Отправляйте видео, снимайте ролики, я выложу на канал. А то в последнее время я отправляю, не успеваю даже снимать тут у меня. Вместо этого пущай сами хозяева ножей снимают новым взглядом, может, и свои эмоции, ну, использование, как это так оказывается, сравнение. Ну, нет, они все, как говорится, приходят и уходят. Вот. А то, что человек действительно дождался, получает, действительно то, что хотел, получил, или что-то не так. Ну, вот это мнение не только мне важно, но и вам, будущим моим клиентам. Вот, так что, ребята, не стесняйтесь, снимайте видео про ножей, отправляйте, выложу на канал. Ваши ножи будут видеть весь мир. И говорите, какой регион, вот, где находится ножик. Вот, желательно. Ну и как использование, действительно соответствует ли и так далее. Но вещь уже ваша, ну, ваша и, как бы говорите. Ну вот такие ролики, ага. Ваши пожелания и так далее. Как вы видите, я человек простой и прямой и очень принципиальный. Вот. А так, заранее сказал апрель. Тем, которым сказал апрель, уже апреле получат. У меня тут позавчера, по-моему, или до этого. А почему? Вчера же? Ага. Сегодня у нас пятница, вчера, ага. Вчера я заказал тут штук. Больше 10. И один босой бадай. Бадай из РВЛа. Решил эту сталь испробовать. Вот, у меня есть один заказик. Вот, очередь, как говорится, конкретно движется. Вот, и этот человек сейчас в охоте, на охоте. Вот, прям чувствую. Можете смотреть этот прямой эфирчик. Ну, бадай я, пожалуй, посниму, покажу, что за вид, немножко испытаем. Все-таки заказ, надо сказать, рыбкий. Вот, и посмотрим, время покажет. Ну, ребята, хотел бы закончить
Вот. Чтоб майские праздники нормально, как и все люди, отдохнуть чуток. Вот, шашлык хотя бы поесть. А потом уже конкретно займемся началом стройки. Вот тут в моем канале есть некоторые клиенты, у которых аж по 5, по 7 ножей от меня. И очень много друзей, хороших знакомых, по 3 ножа. По 2 я не считаю, по 1 тоже не считаю. Вот хотелось бы у них спросить, какая коллекция у них. Ну, я начинал, скажем так, с малого, как и все. Там стали разные, и Хашка 95-я, и СУС 440-я. Вот, в основном эти болезненные, капризные сары, надо сказать. Потом Эльмакс. Ну вот, все эти модели должно быть у троих, если не изменяю память. Ребята сразу покупали, если не подарили. Если не коллекционеры, конечно, подарят. Или перепродали, не знаю. Ну а так, по 7 это точно есть. Могу сказать, где. Магаданская область. По 5 тоже. По 3 очень много. Вот, я хотел бы мне посмотреть на эти ножи, как они сейчас там работают, не работают, в чем плюсы и минусы. Как-никак не первый год пошел. Хотелось бы увидеть, хотя бы с одним волоском, как он повел себя, как держал первую лезвию и так далее. Ну, в общем, отрадно посмотреть, как твоим шедевром возвращаются люди. Вот. Как они сильно держат. Например, у меня есть друг в Москве, и у него 3 ножа. 3 ножа и еще один чемпионский нож у него остался. Моему уважаемому другу. Я его попросил, по телефону попросил, давай сними ролик, давай, что да как. Говорит, а он стеснительный человек или не хочет засветиться. Хорошо, сказал, и исчез. Потом сам приехал, лично на машине поговорили. Почему не снимаешь ролик, давай, пускай люди смотрят и так далее. Неудобно, говорит, что стесняешься мои ножи, что ли? Говорит, времени нет, братан, времени нет. Время будет только, когда будешь умирать. Пока живем, давай, покажи, снимай. Лицо свое не показывай, просто ножи снимай. Скажи, как они работают и так далее. Да, я скажу, один нож, который в котором году ты продал, держит на 3 лося, другой, говорит, на 7, а вот третьего чемпионского я не трогал, говорит. Почему? Он же Эльмакс, он же супер. Ну, понимаешь, дорогой, бережет. И самое, я у него погостил, там проночевал. И самое отрадное, что я видел, ну, телевизоры, да, стенка, как бы. И там фотографии, там молодости, женитьбы и так далее. У всех наверняка, да? Ну, у многих. И там фотографии бабушки и дедушки. Вот. И вот над ними, прям вот такую полочку сделал, 3 ножа. 3 моих. Каждому гостю показываю. Вот он, вот он, вот он.
И он звонит мне. Я посмотрел, обрадовался, молодец, красиво тут держишь. Зачем мне такую красоту сей прятать? Ухаживает, там за ножными ухаживает. Какое-то масло там специальное нашел. Не знаю какое. В общем, очень хорошо обращается. Он лояльный охотник. Каждые выходные из этого мегаполиса умудряется выехать. Вот, охотится на кабана, на Сахатова. Вот, и разделывает. Вот якутский нож, вот якутский нож. Эх. Вот, я там охотился. 3 раза был. 3 раза был. Угу. Что-то московский военный мне ничего не преподнес, даже не показал. Добыл уток в прошлом году. Вот так вот. Так что ролики, если не трудно, снимайте. Я тут посмотрю. На канал выложу. Вот, пускай люди посмотрят, кто как держит, кто как работает. Пускай советы дают, какие надо, не надо. Можно так делать, можно так сделать. Но это уже в пределах разумного. Но это якутский ножик. Традиционные прямые линии, никаких выемок и так далее. Вот. А так можно там рукоять покороче, подлиннее, можно там что-то корректировки делать. Вот так вот. Да, ребята, баночка нужна маленькая. Ладно, с утра пойду поищу, поковыряюсь там, найду. А то 3-литровой дно даже видно. Нынче участников столько билетов. Но повторюсь, это часть только. Еще есть там. Вчера больше я пока еще не распечатал. Как-то занят был. Вот. Еще одна просьба тем, кто отправлял мне позавчера, пополнил счет мобильного телефона. Выходите на связь, пожалуйста. Таких поступлений, по-моему, 2. И которые не дали о себе знать. Я не могу там узнать, кто пополнил мой счет. Там невозможно, не написано. Вот, так что объявитесь. Вот, и хотелось бы для вас билеты сделать, напечатать. Вот, это, во-первых, в ваших интересах. Те, которые пополнили счет мобильного номера моего. Вот. И таким образом обычно прошлые месяца оплачивали ребята из Казахстана. Вот, ребята, если смотрите, завтрашний день последний день. Так что объявитесь, доказывайте, когда отправили, во сколько пополнили. Мне смс-ки все видно, какое время и, соответственно, какая сумма. Таким образом мы найдем друг друга. Вот. И те, кто на охоте завтра поедет, удачи. Если номер выйдет ваш,
И успокойтесь, вы уже обладатель ножа. Вот выбора у вас не будет, к сожалению. Почему? Потому что буду я звонить, если вы вне зоны доступа. К сожалению, билетик мы оставим. Победитель этот номер, который позвоним еще раз. Вот, все равно недоступен, понятное дело. Тогда мы будем доставать вторую, третью, четвертую, а то, что осталось, уже победителю. Пятый. Все. Вот есть один выход, то есть если ваш билет все равно выйдет, то вы уже обладатель ножа. Только у вас не будет права выбора. Но я бы прыгал бы от счастья, все ножи суперские. Да, действительно очень-очень хорошие. Не спрашивают тут мои коллеги, не жалко 5 ножей бросаться туда-сюда, дарить людям? Спрашивают. Я говорю, нет, не жалко. Почему? Фух, билеты закончились. Хорошее дело делается. Но эти ножи привлекут еще больше интереса. Вот. Надеюсь. Вот. Поэтому вот так вот. Так что, ребята, если завтра разузнаю, Светик вырубится в 8:00, по московскому 14:00. Тогда когда он придет, Светик позавчера 10 вечера пришел. Вот. Очень неловко, очень неудобно. Но сегодня всего 15 минут задержка была. Вот я решил выйти на прямой эфирчик. Ну, а столько билетов, ребята, дно даже не видно. Да, ну. Смотрите, ваши там уже. Особенно кто первые покупал в первых числах. Вот так у меня на сегодня все. Около часа покалякал. Да, время, оказывается, занимает очень много. Без остановки бумажки крутил. Надо рассчитать свои силы в будущем. Так, 20 числа 20:00, а у некоторых 18. Да. 20:00 стартуем. После прихода электричества, возможно, Светик вообще не уйдет. Повезет тогда. Вот. И если света вообще не будет, перенесем на воскресенье, тоже в это же время, примерно плюс-минус 15 минут, надеюсь. Если честно, задолбал мне это электричество. Ну, по идее, в выходные должны отдыхать и люди рабочие, которые делают ремонт. Правильно? Если выходные работают, тогда платят 2 раза много, тогда, конечно, будут работать, будут включать. Молодцы, молодцы, ребята. Итак, 105 участников. Вот такой немножко маленький взрывчик. 105 участников. У вас остается только ждать. И некоторым надо свои, как говорится, шансы уравнять. Если того желаете, без проблем. Завтра буду принимать билеты. Так. До 2 часов дня. Вот. По московскому получается до 8 утра. Вот. Потом уже, если кто опоздает,
пойдет эта сумма уже на майский розыгрыш. Уже. Мая 20 тоже будет розыгрыш. Надеюсь, 20. Почему? Потому что 20 у нас же праздничек. Вот. День встречи, летний день первый считается. Кукушка закукукает и так далее. Вот. Так что все будьте в это же время. Завтра в эфире. Сначала будем делать доброе дело, как и было обещано. Вот. Мы сделаем это. И в этом есть ваш вклад. Вот. Прошлого розыгрыша. Если забыли. Ну, потом поиграем, разыграем. В понедельник уже отправлю 5 ножей, даже 8. Тут у меня 3 заказа лежит. Так что, ребята, будьте в курсе. Коли те, которые не подписались, подпишитесь. Прямой эфир будет только в YouTube, в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее. Нигде не будет, только здесь, на этом канале. Желаю всем удачного дня, приятного аппетита и спокойной ночи.